В Донецкой Народной Республике образовано Духовное управление мусульман. В Шахтерске состоялась конференция мусульманских общин Донецкого края. В ней также принял участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по делам образования и науки Ринат Ислямов, руководитель Департамента внутренних дел управления Наиль Шакиров, депутат Народного совета ДНР Ринат Белялов. В начале конференции перед делегатами в своем видеообращении выступил председатель Духовного управления России муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Драгоценные дни благословенного месяца Рамадан вы, уважаемые руководители, духовные наставники мусульман вашей республики, собрались ради благой цели. Это единение на пути Аллаха и создание единой организации Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики, целью которого будет неустанный призыв к истине, духовности, нравственности. Он также отметил, что мусульмане России всегда поддерживали народ Донбасса в его праве выбора своего пути и были всегда готовы протянуть руку братской помощи. В ходе конференции председатель Донецкой мусульманской общины Рашид Брагин внес предложение об организации Духовного управления мусульман ДНР, что было поддержано делегатами единогласно. Также было избрано руководство управления и административный аппарат. По итогу голосования председателем Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики стал Рашид Хаджи Брагин, главным имамом Мухтасибом Рушан Таиров. Вы видите, все до сих пор под впечатлением, но это не говорит о том, это радостные моменты самого проведения конференции прошли. Уже нужно работать, засучить рукава и заниматься. У нас сейчас очень большая работа предстоит по приему гуманитарной помощи, по связи с общинами, не только мусульманскими. Долгожданное мероприятие. Очень радостное мероприятие. Наконец-то мы объединились в одну организацию. И, конечно же, работы у нас будет очень много, но эта работа будет во благо не только мусульманской общины, но и для всех граждан Донецкой Народной Республики. Представитель Духовного управления мусульман России Ринат Ислямов в своем комментарии отметил, что Дума РФ в ближайшее время передаст для мусульман Донбасса необходимую религиозную литературу, которая даст возможность жителям Донецкого края более широко изучать ислам. Также он обратил внимание на особое для мусульман время, когда было принято решение об организации Духовного управления республики. Создание Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики является важным шагом мусульман Донецка, и оно происходит в месяц Рамадан. Это тоже неспроста. Мы все убеждены и верим в то, что Аллах Субханаху ва Тааля все наши искренние мольбы, дела, покаяния принимает особенно в месяц Рамадан. Поэтому мы просим Всевышнего, чтобы он принял данный наш маджлис, высокое собрание, и чтобы созданное духовное управление, оно преуспело в своей деятельности во благо как мусульман Донецка, так и всего народа. Духовное управление объединит всех мусульман, а их у нас проживает очень много и разные национальности. Это не только татары, это и азербайджанцы, это дагестанцы, то есть их великое множество. У нас, кстати, очень много проживало и иностранцев в Донецкой Народной Республике. Поэтому то, что сегодня произошло, и ведь высокие представители московские поддержали это событие, и Духовное управление мусульман Донецкой Народной Республики будет входить канонически в Духовное управление мусульман Российской Федерации. Это только приветствовать надо. Отметим, что Духовное управление мусульман Российской Федерации неоднократно оказывало гуманитарную помощь беженцам Донбасса, находящимся на территории России, понимая всю сложность ситуации, в которой оказались жители Шахтерского края. Вера Яцкова, Александр Бернатович, Александр Лещенко. Первый республиканский.